Новые практики для социального предпринимательства в условиях санкций обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Ирина Абрамова, член Общественной палаты России от Республики Башкортостан. Ирина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. Вот сейчас в условиях санкций все идет перенастраивание. Мы видим, да, социальное предпринимательство. Это то, что связано для развития общества. Вот какие изменения видите вы, да, о чем можно сейчас говорить? Ну, действительно, очень быстро меняется сейчас наша жизнь, наша страна. И, конечно же, услуги, которые оказывают социальные предприниматели, это в первую очередь социальные услуги. И я думаю, что сейчас в республике появился новый инструмент, который в полной мере может быть задействован именно социальным бизнесом. Это апробация механизмов 189-го федерального закона о государственном муниципальном заказе. Этот закон был принят еще в 2020 году, и вот Республика Башкортостан вошла в пилот как раз в конце 2021 года. А в чем суть? А в чем суть? Суть этого закона в том, что мы с вами привыкли к тому, что государство, Российская Федерация, это очень социальное государство, и всегда, как бы сказать, вот эти обязанности по отношению к населению, к детям, к пожилым, к старикам, эти обязанности всегда были монополией государства. И вот этот федеральный закон, он дает возможность расширения рынка поставщиков при оказании государственных социальных услуг и допускает на вот этот рынок как раз негосударственных поставщиков в любую организационно-правовую форму. То есть это могут быть общества с ограниченной ответственностью, то есть это могут быть индивидуальные предприниматели, это могут быть некоммерческие организации. То есть если ты являешься поставщиком и поставляешь качественные социальные услуги, то welcome, пожалуйста, есть такая возможность. До 2024 года в Республике Башкортостан будет апробироваться механизмы по 3 направлениям. Это первое направление, это социальная защита населения, надомное обслуживание. Но в этом направлении у нас давно работает Министерство семьи, труда, социальной защиты населения. Мы с вами прекрасно знаем, что как раз этот рынок у нас очень развит рынок поставщиков именно в этой сфере. Вот. Следующее направление – это начальная спортивная подготовка. Определены, это Министерство спорта Республики Башкортостан ответственно за это направление, определены 8 видов начальной спортивной подготовки для наших детей. Это фигурное катание, это шахматы, это плавание, это художественная гимнастика. Вот. И по ним 1500 пилотных сертификатов, по которым кроме бюджетных государственных учреждений теперь может быть допущен к оказанию услуг за бюджетные деньги и в том числе негосударственные поставщики. И третье направление – это туризм для школьников от 5 до 9 класса, то есть повышение доступности наших детей к возможности путешествовать. Здесь он будет почти 15 000 сертификатов. Поэтому вот такие вот очень интересные направления, на мой взгляд, абсолютно инновационный закон. И важно, что вот эта монополия государства, которая этим законом, как говорится, нивелируется, сейчас равный доступ всех хозяйствующих субъектов. Второе очень важное свойство внедрения вот этого закона, то, что этот закон внедряется максимально публично. И Общественная палата Республики Башкортостан определена диалоговой площадкой для того, чтобы все процедуры определения, по каким правилам будет производиться отбор поставщиков, кому из детей будут оказываться вот эти услуги, каким образом будут распределяться сертификаты, допустим, там, Министерства труда, социальной защиты населения. То есть все вот эти вопросы, они будут обсуждаться с общественниками. И как мы с вами знаем, что Общественная палата – это как субъект общественного контроля, и это такая концентрация именно неравнодушных людей, общественников, которые готовы быть, как бы сказать, третьей стороной, партнерской стороной. Во-первых, при максимальном
информирования как населения, так и поставщиков, так и, конечно, при разработке и определении нормативно-правовых актов, потому что мы понимаем, это абсолютно новое дело. До 2024 года вот будет идти обкатка вот этого процесса. Ирина Евгеньевна, по каким критериям Башкортостан стал пилотным регионом, да, в этом проекте? И плюс, только ли развита инфраструктура, накопленный опыт, в том числе по внедрению, то есть в социальное предпринимательство, социальные услуги, которые изначально были только государственными, да, коммерческий сектор. Что еще помогло войти в проект? Башкортостан действительно, на мой взгляд, очень в этом смысле двигается активно. И вот по всем рейтингам мы очень хорошую позицию занимаем, то есть как в рейтинге социально ориентированных некоммерческих организаций, так и в рейтинге по социальному предпринимательству у нас блестящие позиции среди регионов Российской Федерации. То есть мы с вами прекрасно знаем, что вот это надомное обслуживание давно передано в негосударственный сектор, что Министерство семьи, труда, соцзащиты реализует уже несколько лет сертификаты для детей-инвалидов. Министерство образования и науки реализует сертификат даже школьника для детей до 3 лет. То есть когда не строится детский сад, а привлекаются негосударственные поставщики, причем, как мы с вами понимаем, именно сфера образования, дошкольного образования, она очень развитая. И те дети, которые до 3 лет, то есть групп явно не хватает, те дети, которые не могут получить место в детском саду, то есть сертификат на 6 тысяч рублей, и мамочка может выбрать поставщика, выбрать тот детский сад, с которым она пойдет вот именно в этот детский сад. Поэтому, конечно, мы сейчас можем говорить о том, что формируется новый рынок, абсолютно новый рынок социальных услуг, что негосударственный сектор получает доступ вот к этим направлениям. И мы можем сказать, что Республике Башкортостан очень повезло, что, на мой взгляд, мы вошли в пилот, потому что как раз для тех СОНКО и социальных предпринимателей, которые хотели бы развиваться и работать за бюджетные деньги, потому что это большая ответственность, это, конечно, и вхождение в совершенно новые реестры, это реестры исполнителей социальных услуг. Там в 189-м ФЗ прописаны жесткие требования к этим поставщикам. То есть такая возможность есть. И для них это стабильность. Да, для поставщика это стабильность, а для получателя услуг это возможность выбрать себе, у какого поставщика, то есть ты получаешь сертификат, и у какого поставщика ты будешь получать вот эту услугу. А для государства какой эффект? На мой взгляд, для государства, вот я по детским садам привела пример, что это вместо того, чтобы... Экономия бюджетных средств? Да, на мой взгляд, это однозначно будет экономия бюджетных средств, это первое. Но самое главное – это повышение качества и доступности вот этих услуг, потому что появляется конкуренция, потому что уже потребитель голосует своим сертификатом, то есть бюджетным рублем, кому он пойдет за оказание вот этой услуги, понимаете? И поэтому, конечно, это огромная, на мой взгляд, возможность для негосударственного сектора Республики Башкортостан войти в эту сферу, потому что детство, забота о детях, забота о пожилых, это развитие, это всегда такие очень важные, вечные категории. И очень важно, что мы давно развиваемся в этом направлении. И сейчас вот координатор проекта Министерства финансов Российской Федерации, то есть уже определены научно-исследовательские институты Минфина России, которые будут проводить соцопросы, замерять удовлетворенность потребителя поставщиком. То есть здесь будет не только контроль со стороны общественников, здесь будет еще контроль со стороны независимых экспертов по оценкам, по опросам. Как вы думаете, вот сейчас в условиях непростых, да, мы знаем, что действуют санкции объявленные и обещают новые санкции в отношении России, да, время входить в проекты? На мой взгляд, это как раз, когда меняются правила игры, как раз это время возможности, но во всяком случае, по данному направлению, это однозначно время возможности, то есть это гарантированный рынок сбыта при условии выполнения определенных критериев вхождения в реестр.
Это уже будет клиентская база, аудитория своя. Ну, конечно, это... Хороший фундамент. 35 тысяч сертификатов у Министерства семьи, труда, социальной защиты населения, 15 тысяч сертификатов, там, 11 тысяч сертификатов у Госкомтуризма и пилот, это реальный пилот, 1500 сертификатов у Минспорта. Буквально еще 1,5 минуты остается. Если взять шире социальное предпринимательство в Башкортостане, как сегодня оно выглядит, Ирина Евгеньевна, да, вот от вас из первых уст? Ну, как оно выглядит? Что актуально? Это очень добрый бизнес. Это очень добрый бизнес. И мы видим, что очень динамично развивается сфера образования, дополнительного образования. Прекрасно чувствуют себя присмотр, уход, прекрасно чувствуют себя развивающие студии. То есть это забота о пожилых, досуг пожилых. То есть, понимаете, это сферы, которые будут в нашей жизни всегда. И поэтому, так как есть спрос на вот эти услуги, вот, то есть качественные поставщики их знают, их любят, и они гарантированно, как говорится, имеют свою клиентскую базу. Социальные предприниматели, республика, государство, да, как это взаимодействие сейчас выстроено? Ну, в республике, как вы знаете, есть инфраструктура поддержки. Она с 2013 года существует. Это структура Центра «Мой бизнес», это структура Центра инноваций социальной сферы Республики Башкортостан. То есть это все программа Министерства экономического развития Российской Федерации. У нас исполнителем всего это является Государственный комитет по предпринимательству Республики Башкортостан. Ну, такая четко выстроенная структура с четко выстроенными программами, консультациями, поддержкой, финансированием. То есть огромное количество возможностей для предпринимателей получить поддержку. Спасибо большое, Ирина Евгеньевна. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Нашим гостем была член Общественной палаты России от Республики Башкортостан Ирина Абрамова. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.